Офисные перегородки, фасадные системы, алюминиевый профиль под мебель и окна. Так выглядит готовая продукция республиканского завода по производству алюминиевых профилей «РИАК». Прежде чем изготовить такие изделия, алюминий на производстве подвергается тщательной обработке в несколько этапов. Процесс стартует с подачи заготовленного металла в печь. Температура пластичности почти 500 градусов. После нагрева заготовка попадает на гильотину, отрезается в нужный размер и подается на экструдер. В экструдере уже предварительно установлена матрица нужной конфигурации. После того, как заготовка попадает в экструдер, начинается процесс экструдирования, то есть продавливание алюминия через матрицу нужной конфигурации. Производственная мощность 300 тонн профиля в месяц. В смену же здесь производится до 6 тонн готовой продукции. Объект построен по программе развития Северо-Кавказского федерального округа. Проект реализован благодаря поручительству и согаранции корпорации МСП. В размере более 82 миллионов рублей на получение кредита суммой 175 с лишним миллионов. Больше 4 миллионов составила гарантия регионального фонда поддержки предпринимательства. Трудится здесь до 150 рабочих. И это не считая Назрановского предприятия, где задействованы 80 человек. Мы планируем в ближайшее время выйти, захватить большую долю рынка. Для этого есть все предпосылки. Очень много пространства для развития, для реализации продукции, в том числе и страны СНГ, Южный Кавказ, Белоруссия и так далее. Ситуация в экономике и финансовые ресурсы создают предпосылки для качественного роста. Необходимые условия – благоприятный деловой климат. Президент поручил, экономика страны должна выйти на высокие темпы роста и к 2021 году превышать 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Постигнуть к этому должна подготовка кадров и создание новой инфраструктуры. В такой огромной стране, как Россия, это задача номер один. Нужна качественная занятость и свобода для предпринимательства. Квалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места во всех регионах страны и в традиционных, и в новых отраслях. В конечном итоге нужны высокие темпы экономического роста. Только так можно победить бедность, обеспечить стабильное, ощутимое повышение доходов граждан. Это ключ к успеху. Все предпосылки к этому успеху есть и у РИАК. Здесь выпускают свыше 1000 разновидностей алюминиевого профиля. Завод поставляет продукцию в Москву, Подмосковье, регионы Сибири и СКФО. На Северном Кавказе это единственное предприятие такого профиля. Ассортимент продукции не ограничен. К слову, в бюджеты различного уровня предприятия приносит более 9 миллионов рублей ежегодно. Кризисы финансовые и производственные, санкции международные – это все отчасти и хорошо, и плохо для нас, но для роста в 3% должны быть все сопутствующие факторы. Что касается нас, то мы выдержим рост и в 20%. Мы даже подтянем тех, которые уйдут в минус. Но в целом по экономике, я думаю, 3% за 3 года – это вообще низкие цифры. Можно было бы говорить о росте и в 5, и в 10%. Но у нашей страны, у России есть все возможности для этого. И финансовые, и человеческие ресурсы. Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из значимых направлений социально-экономического развития республики, чтобы помочь начинающим предпринимателям. У нас с 2009 года действует республиканский бизнес-инкубатор, который является соисполнителем подпрограммы развития малого и среднего предпринимательства, государственной программы Республики Ингушетия «Экономическое развитие» и инновационная экономика. Основная цель инкубатора – помочь бизнесу крепко встать на ноги. Во всем помогаем. Как говорится, на ранней стадии развития от всех этих рисков, начиная с подбора помещения, подбор кадров, привлечения источников финансирования, введения бухгалтерии, введения налоговой отчетности и так далее. То есть во всех этих аспектах мы оказываем комплексную помощь. Государство заинтересовано, чтобы количество ежегодно открывающихся предприятий увеличивалось. Соответственно, бизнес-идея должна отвечать ожиданиям и стремлениям правительства. С этой целью ежегодно выделяются дотации и субсидии начинающим бизнесменам. Помощь в виде микрозайма получил и Багаудин Манкиев. С 2010 года он занимается выращиванием овощей. Начинал свою деятельность в Кабардино-Балкарии. И только 3 года назад, после того, как руководство республики выделило ему землю, начал развивать свое КФХ уже в республике. Но средств, как оказалось, было недостаточно, и без господдержки было не обойтись. Морковка наша родная, выращенная у нас в республике. Недалеко отсюда у меня земля 65 гектаров.
Поможет при самореализации проекта и ускорит финансовый рост предприятия, открытый в этом году многофункциональный центр для бизнеса. Этот проект позволяет предпринимателям добиться существенной экономии. Вместо того, чтобы растрачиваться на услуги юридических компаний, они могут вложить деньги в развитие собственного дела или инвестировать их в новые проекты. Напомню, еще в послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил, что документооборот между госструктурами нужно перевести в цифровую форму. Бизнесмену, который пришел сюда, предприниматель, ему не нужно обращаться теперь, как раньше, в разные инстанции, брать бумажки то с одной инстанции, то с другой и приносить там в один центр. Здесь он уже пришел, он подает заявку и автоматически в онлайн-режиме специалист МФЦ для бизнеса запрашивает через интернет всю эту информацию, необходимую для него, и здесь же оформляется сразу эта заявка, регистрируется и так далее. В течение прошлого года осуществлена работа по реализации подпрограммы социально-экономического развития Ингушетии на 2016-2025 годы. В целях реализации инновационных проектов в рамках госпрограммы в прошлом году регионом реализуется несколько проектов, главным из которых является строительство завода по производству детских санитарно-гигиенических средств стоимостью около 780 миллионов рублей. Эти изделия есть, так как с инициатором мы разговаривали, в медицинском развитии, с самой корпорацией, у него есть договоренности с определенным производителем, но он не стал пока озвучивать на первом этапе, потому что все-таки своего рода коммерческая тайна. Свой экономический потенциал Ингушетия проявила и на ежегодном российском инвестиционном форуме. На выставочной экспозиции продовольственную продукцию продемонстрировали 11 предприятий республики. Также в ходе форума Сочи-2019 Ингушетия подписала ряд соглашений. Один из них – это третья очередь по теплицам в Сунжинском районе. Одно соглашение, вторая очередь также по теплицам – это в Кантышево. И строительство подстанции. Далее у нас подписывает соглашение по компании «Реал» по строительству завода, который будет переплавлять лом, алюминий и выливать из них такие колбочки, сырье для дальнейшего производства вот этих алюминиевых профилей. И Best Brand компания, которая будет строить завод по изготовлению детских гигиенических средств. Также у нас очень хороший проект – это строительство полуавтоматизированного центра по производству мясных полуфабрикатов, марка «Кепс». Развитие в республике благоприятной бизнес-среды является приоритетным вопросом для правительства, и работа в этом направлении дает уже свои весомые результаты. На более чем 21% возросло число субъектов малого и среднего бизнеса в Ингушетии. По данным аналитической службы регионального времени, республика лидирует по темпам роста юридических лиц за 2018 год. У масштабных социальных планов, о которых говорил президент, надежный фундамент. Жаридат Хулхоева, Асхаб Белакиев, Новости 24.